Доброго времени суток, дорогие телезрители. Наша программа выходит также по будним дням и в дневное время. В эфире телеканала «Якутия-24». Программа, старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже огромное количество лет с очень большим удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И почему я люблю это делать? Потому что в нашей темной студии бывают совершенно различные гости. Наподобие вот сегодняшнего, который является собой... Ну, на самом деле, я очень тепло к нему отношусь и считаю его в какой-то мере своим даже, ну, какой-то мере своим учеником, поскольку человек и кузнец, и швец, и на дуде, и грец. Вот по части на дуде и грец является телеведущим. Стаж у него вполне приличный. Сколько ты на 15 телевидении? лет. 15 лет на телевидении. Начинал с программы «Утро Якутии», вернее, «Новый день». Ну, если еще копнуть, я начинал с новостей в медиахолдинге «Столица», а еще до этого был «Бизончик». Бизончик. А до этого Смотрите, было радио. это вообще, оказывается, подготовленный, вообще зрелый, скажем так, человек, который способен возглавить не только учреждение здравоохранения, но и медиаструктуры, если что. Ой, не дай бог. Не дай бог. Почему? Почему не дай бог? Вот что отрицательного в медиаструктурах, что ты говоришь «не дай бог»? Потому что есть у меня сейчас своя работа любимая, вот надо ей заниматься. То есть, не надо скакать ты туда-сюда. априори доктор, да? Да, который еще занимается своим интересным хобби, как общение через средства массовой информации, работа в соцсети. средствах массовой, соцсети и так далее. Мне это нравится, мне это интересно, потому что ты получаешь обратную связь, которая тебе потом уже позволяет принимать какие-то управленческие решения. Это очень важно. Не секрет, что многие, вот ты же знаешь мой стиль, да, никаких вопросов до, и как бы, ну, джентльмену всегда есть что сказать. То есть я являю собой некий такой черный ящик, в который ты согласился прийти. Ты же сам сказал вначале, темная студия, в этой темной студии, ну вот в этой темной студии есть светлый человек. Светлый человек. Это я. Да, а мне ты оказываешь как бы свете, да? Ты же себе ничего не сказал. О себе ничего не сказал. Ну, хорошая, скажем, пикировка между двумя телеведущими. Отлично идет. Хорошо, давай начнем с того, с Бизончика. Как ты пришел в Бизончик, и вот каковы твои... Ты все-таки тайминг учитываешь, человек телевизионный же, да, у нас 44 на все, мы уже отработали минуты 3. Как ты пришел в Бизончик, и каковы твои воспоминания про этот период? Ну, НВК не меняла своего адреса на протяжении уже долгого времени. Якутское телевидение расположено здесь, на Орджоникидзе, а я учился в школе номер 8 на классической гимназии по соседству. Сейчас это первая школа. Да, сейчас уже скоро ее совсем не будет, сейчас вот ее снесут. Для меня это все-таки очень такой момент эмоциональный. Ее же построят по новой. Но все равно это то здание, в котором ты учился, стены помнят, как ты там бегал, что там делал и так далее. И туда очень часто ходил Боря Шамсудинов со своей командой и снимал. Ну вот, в один из таких дней он снял мой комментарий, а потом сказал, ну, приходи к нам, попробуем. Ну вот и пару передач, я помню, Бизончика вел. Вот так я пришел на телевидение. С кем? Потом было радио. С кем ты вел, кстати, Бизончик? Честно, Там же парное видение было, мальчик-девочка. Честно, я сейчас не вспомню. Не вспомнишь? Не вспомню. Вот это как вот так. Ага. Учились в школе, да? Потом... Иногда бывает, потому что... Да, потом забываешь. А у меня сейчас вот... я признаюсь честно, да, вот сейчас... Если раньше я помнил всех, то, видимо, с годами жизни и с очень активной общественной позиции, потому что очень много людей проходит, вот, особенно пациентов, все с просьбами, все пишут, ты начинаешь на самом деле забывать. Хотя я прекрасно помню, что как-то мне раньше говорили люди, вот, пройдет время, ты нас забудешь. Я говорю, да как я могу забыть, я буду помнить все время. Но вот сейчас я понимаю, что вот есть проблема, но если мне люди напомнят ситуацию, в которой мы там познакомились и так далее, я думаю, проблем не будет. Все это в памяти освежить. Здесь не в плане того, что я там кого-то ценю, не ценю, люблю, не люблю. Тут большей частью исключительно из-за того, что такой поток информации через голову идет, что ты иногда не помнишь, как себя зовут к концу рабочего дня. Иллюстрирующая ремарка. Сколько у тебя контактов в телефонной книге? Это иллюстрирующее. Там посмотреть? Посмотри, прямо сейчас. Количество контактов. Я думаю, что там больше 1000, это точно. Это больше 1000, это понятно. Это точно. Сколько? Сейчас. На самом деле это очень иллюстративный момент, потому что, ну, когда у меня контакты перевалили за 2000, я тоже начал. Так, ну вот. А иногда бывает ситуация, когда человек здоровается с тобой, ты не можешь вспомнить, кто это был.
Потом Ну, тут, судя по всему, у меня около 3000. трешка-то есть, Около да. 3000. Поэтому кто из нас стареет, Вань? Все стареют. Все стареют. Но сколько сейчас тебе лет? 37. 37 лет. Отличный возраст, на самом деле возраст решения и возраст... Хорошо, мы вспомнили, вот «Бизончик», это еще школьный А период. потом было радио «Рим», Саша Стручков. Значит, спасибо ему, у нас была программа против СПИДа. Вот опять же, все со здоровьем тогда начиналось. Против СПИДа и наркомании мы с девочкой из параллельного класса Юлией Чаховой и с двумя парнями, Рома Савин и Саша Новолокова, вот эту программу вели. Это в На школе? радио. Да, это 99-й год. Это в школе ты еще? Да, и потом даже на фестивале «Молодая пресса», он тогда проходил, по-моему, второй или третий раз, Яна Угарова его организовывала вот с командой. Это был 2000 год, мы заняли первое место среди лучших программ для молодежи и подростков в области пропаганды здорового образа жизни. Вот. Слушайте, я просто не совру, если скажу, что с молодых ногтей человек, ну, скажем так, не боится применять очень экстравагантные, оригинальные и смелые решения. К примеру, я напомню, будучи студентом уже мединститута, ты раздавал презервативы. Да. А что здесь такого? Было такое. Ну, Я же не водку раздавал, как некоторые. согласись, что с нашим менталитетом это, Ну, с нашим менталитетом, наверное, было приятнее, может быть, кому-то водку получить. Но Да. нет, я считаю, что все-таки надо вести больше здоровый образ жизни, а презерватив — это средство контрацепции. Некоторые боялись его, стеснялись, точнее, покупать в аптеках. Так уж лучше, я тебе больше скажу, я не только раздал, я еще показывал, как его использовать. Боюсь спросить, на чем? Ну, были На для фруктах? этого... На фруктах. На фруктах, На фруктах. конечно. На овощах, на фруктах. Отлично. После этого ты вспомнил все-таки вот это молодое свое. То есть доктор Луцкан, он появился чуть позже. По определению. Ну, чуть по позже. определению, понятно, когда закончил институт. Но Да, нет, ну в смысле в медиаполе потом появился Луцкан ведущий. оно одновременно почти появилось. Я же поступил в Малую медицинскую академию в 10 классе. Это как раз вот был 99-й, 2000-й, 2001 года. То есть это шло вот так вот все параллельно. То есть и поход в медицинскую специальность. И я же ведь очень рано начал работать. В 2000 году я устроился санитаром в Национальный центр медицины. Да простят меня кадровые службы этой больницы. Я там себе 1 годик приписал. Ты был несовершеннолетний? Лишний. Да, у меня там вот был период, что мне надо 1 год было добавить. Мне 15 было, а надо было в 16 там полную смену отрабатывать. Я хотел работать и хотел полную смену по ТК. Ну, прошло уже 22 года, поэтому... Но я отработал хорошо. Ну, это каникулярное время школьное. Вот я был учеником 10 класса, пока шел в 11, но уже работал санитаром. И тогда я уже видел те страдания людей, когда они поступают в больницу. И я старался им искренне помочь на уровне там, своих даже санитарских, сопроводить, помыть. А было нейрохирургическое отделение, и там ведь пациенты, многие были, у кого опухолевое образование головного мозга, пусть даже доброкачественное, но они очень сильно влияли на психику и поведение людей. Ну, там люди ходили, мочились прямо по углам, под себя ходили. Ну вот я ходил каждый раз, все это вытирал, убирал. Я это все через себя пропустил. А когда ты возглавил Шатайскую больницу? 2013 год. Это уже в зрелом возрасте. Да, конечно. После окончания, после того, как я уже диссертацию защитил, кандидатскую. Угу. Кандидатская была по теме? Она очень длинное название было. Приведи. Если ты забыл тему кандидатской, то это уже Нет. Она называлась «Состояние здоровья, качество жизни и научное обоснование совершенствования оказания медико-социальной помощи детям, которые занимаются спортом на примере городского округа города Якутск». То есть организация здравоохранения — это у тебя вообще с молодости? Ну, так получилось, Ты специализируешься конкретно на организации здравоохранения? Да, это моя специализация. Значит, я окончил мединститут по специальности лечебное дело. И тогда встоял вопрос, куда идти. У меня сначала было желание пойти в дерматовенерологию, но в тот момент как раз была реформа, и
интернатуру по дерматовенерологии у нас на 1 год закрывали. Там лицензирование шло. И тогда директор мединститута, на тот момент Пальмира Георгиевна Петрова, предложила вот на новую ординатуру поступить по организации здравоохранения. И все это решилось буквально вот за пару часов до окончательного распределения. Вот так я стал организатором здравоохранения, окончив значит, ординатуру, потом аспирантуру по этой специальности. Ну и вот уже на протяжении с 2007 года, как я окончил, я также еще параллельно работаю на кафедре общественного здоровья, здравоохранения и прошел весь путь от ассистента кафедры, ну вот сейчас до доцента с ученым званием доцента. Все. Параллельно с доктором Луцканом есть медиаперсона Иван Луцкан, который, ну, ведущий мега популярной программы там «Новый день» и так далее. С кем из соведущих тебе больше всего в кайф было работать? Вот такой вот вопрос. Это же тоже иллюстративно очень. Я у каждого ведущего учился. Ну, понятно, что у нас всегда была пара мальчик-девочка. Ну, вот я работал с Аней Кириллиной, я работал с Катей Винокуровой, с Лариной Сукуевой. Значит, потом был долгий период, когда мы были одни. Вот. Потом пары вернулись, и в целом каждый из них был уникален по-своему. Я очень им всем благодарен за то, что они где-то были моими наставниками, где-то я в какой-то роли выступал в этой уже роли. Ну, допустим, с Катей Винокуровой, я думаю, у нас так получилось, что она была журналистом, вот, а потом она как раз стала ведущим, и я был ее одним из первых напарников. Но с Катей очень приятно, она очень человек открытый, добрый, романтичный, и ей это очень нравится, ее работа, и мне было приятно вот с этим человеком тоже трудиться. Ну, сейчас видно, что Катя как бы прямо горит, искрит на работе. Да, Вот она... что называется искрит, это на самом деле дорого стоит. Ок, давай оставим, а то сидят телевизионщики и только про телевидение болтают. Ты был министром. Был. По-моему, даже... Ну, Нет, ты был замминистра молодежи? Нет, я был первым замминистра по развитию институтов гражданского Да. общества. Потом так, что? а потом был назначен министром по делам молодежи и семейной политики. Угу. И какой вопрос? Нет, ну все. Луцкан чиновник, как он коррелируется вообще с Луцканом ведущим, с Луцканом доктором? Очень легко, потому что где бы я ни работал, я всегда ставил интересы людей выше всего. Работаешь с телевидением, ты же работаешь с людьми, ты доносишь до них информацию, стараешься быть полезен. Работаешь в медицине, там уж тем более, да, прямое влияние на людей. Ну а министр, тем более, который отвечает за такую сферу, как молодежь и семья, мне не стыдно за тот период работы, потому что коллеги, с которыми я работал, они прекрасно знают, что мы там и в рейды ходили, и у нас как раз выпал большой фронт работы по паводку, который тогда был в Амге, когда вот в Тате суходольные речки вышли, и плюс Амга, когда очень сильно затопило. И по северам мы формировали студотряды для того, чтобы провести восстановление. И ребята все справились, мы четко отработали по помощи им, по организации и выездов, и экипировки, и инвентаря. И люди благодарны. Вот тогда я специально ездил по тем местам, где наши студотряды работают. Я заходил в дома, разговаривал с людьми. Главное слово «спасибо». Вот я бы одна не справился. Вот я помню женщину в Амге, вот как раз там дом, ребята полностью вытащили все, значит, подполье, там вся земля была мокрая, засыпали там новый песок, новые доски и так далее. Ну как бы вот женщина одна бы там, что бы она бы успела там сделать за этот короткий наш летний сезон. А они там молодцы, все прям все разобрали, заново собрали, она благодарна. Вот теперь опять в теплом там доме смогла жить. Ну, то есть вот таких историй их очень много. Это и работа по профилактике правонарушений, программа, которая активно сейчас при Министерстве молодежи работает. Это и программы по поддержке семьи, это некоммерческие организации, потому что это огромный пласт тех людей, которые нуждаются лишь в небольшой поддержке от государства их хорошего, правильного движения вперед по интересам. Будь то там спортивные организации, там, культурные или там, досуговые.
Там понятно, что каким-то планам было не суждено сбыться, какие-то сбылись, но я благодарен и Егору Афанасьевичу за то, что он меня назначил, да, доверил, и Айсену Сергеевичу, с которым мы проработали этот период, и когда как раз министерство реформировалось, сейчас оно называется социальным коммуникациям, ведь ряд предложений я ему вносил, которые они были все услышаны, и реформа состоялась. А заявление я сам писал на уход, потому что я понимал, что надо, чтобы команда обновлялась, чтобы были новые лица, и вот у меня никаких обид нет, я спокойно ушел обратно Доктор в медицину. Иван Петрович возобладал над чиновниками Ивана Петровича. Ну, назовем это так. Да, хорошо. Знаешь, справедливости ради, есть одно мнение, которому я очень, на самом деле, доверяю. Это мнение моей мамы, которая очень высоко отзывается о чиновничьем твоем периоде. Я не помню, правда, где, то ли в Мингробе, то ли в Минобществе Минмоле. не было такого названия. Это вы там с вашей легкой подачей почему-то его хотели похоронить. И, Министерство видимо, гражданского общества, да. может быть, вот оно стало пророческим, что министерства нет, потому что вот выходили и вечно все говорили про групп. Не надо об этом говорить. Еще раз, вернемся к моей маме. Она очень высокого мнения, очень сильно хвалила. Я склонен ей доверять. Ты же специализируешься на формах обратной связи. Вот когда я болел ковидом и так далее, единственный из здравоохранения, кто был со мной на прямой связи, это был доктор Луцкан. Да? Почему ты не... Вот сейчас чиновник это такое, ругательное такое, это наряду с депутатом это такое, очень негативный образ. Вот как ты работал на то, чтобы поднять вот этот престиж чиновника? Да я и до сих пор работаю, потому что я считаю, что наши госслужащие не заслуживают такого отношения, такой критики со стороны людей. Потому что не зная специфику этой работы, не понимая, что люди там работают и до 12 ночи, да, и вкалывают для того, чтобы осуществить блага всем, да, и сидеть их просто критиковать, причем они там работают, вот все время кричат, что у чиновников охрененная там зарплата. Ну нет такого. Люди работают за там 40, 50, 60 тысяч, а в федеральных органах власти у них там вообще 30-40 тысяч всего зарплата у специалистов. У меня у самого супруга работает специалистом на госслужбе. Но я же знаю прекрасный уровень зарплаты. Ну, а сидит там и проекты все эти рассматривает, там и так далее. Там и если надо, и до ночи будет сидеть, и на выходные работу будет брать, и так далее. Не зная работы, никогда не критикуй людей. То есть Тимур Ханды был прав, когда говорил про рабов на галерах? Так и есть, естественно. Потому что ты от себя уже не зависишь. Ты, вот самого слова «государева служба», да, ты, значит, соответственно, все свои интересы, все свое личное время направляешь на служение государству, служению людям. Самое большое твое взыскание вот в этот период, чиновничий, это же индикатор какой-то. И за что, самое главное? Да, не было взыскания. Взыскания не было. Все, отметим так. Иван Петрович Луцкан, будучи, скажем так, руководителем госструктур, не привлекался, не это самое. Это на самом деле показатель, еще раз. Значит, нормально работал, учитывал все моменты и по крайней мере, старался проносил. по совести. Потому что госслужба стольким проверкам подвержена. Да? Это да. Постоянно же проверяют. Счетная палата, там кто угодно и так далее, прокуратура. Так что это характеризует тоже человека как руководителя, если у него не было определенных нарушений, не было взысканий, личных штрафов даже как руководителя, то это что-то до этого. Во время периода моей работы на госслужбе не было. Не было. Все. Печальная очень история в мировой истории. Это, видишь, да, как печальная очень история в мировой истории. Это пандемия. 20-й год, начинается пандемия, и здесь опять... Опять всплывает этот Луцкан, да? Да, опять всплывает Иван Петрович. Начну с того, что ты начал очень сильные вещи, на самом деле. Ты полностью перестроил маршрутизацию веренной тебе лечебное учреждение. Ну, во-первых... Это ведь это было тогда необходимо. Я не собираюсь там собирать лавры всех, потому что это была командная работа, и я был только частью команды. Значит, понятно, что в этом было зависеть Министерство здравоохранения. Да. Ну, ассоциировать, знаете, и ковид держать в руках ассоциируется только со мной, потому что я об этом сказал. Но никто не понял смысл фразы. Да, когда я говорил о том, что мы научились его правильно лечить, и тем самым мы удерживаем в руках, чтобы не умирали, а не то, чтобы не заболевали.
И там, когда я докладывал я президенту, я и говорил, что рост заболеваемости идет. Но эту фразу убрали, а вырвали, только ковид держим в руках. Ну, вот поэтому, возможно, я с ковидом еще ассоциируюсь. Но это была большая командная работа со стороны значит, Министерства здравоохранения, коллег, которые со мной работают. Значит, моя задача была просто как организатора какие-то вещи организовать внутри. Да, и мне было приятно, что потом коллеги к нам приезжали, у нас перенимали опыт и так далее. Но, опять же, это не один в поле воин, да, а была целая команда людей, которые не побоялись и тогда пошли. До главного. Да, я говорил уже об этом, и я смело об этом могу и повторять несколько раз. Когда мы только заходили туда, вот это общежитие на Губина 5, у меня всего было в распоряжении, значит, 7 этажей здания. При этом у меня было всего 2 санитара, которые не побоялись, пришли. Не знали еще, куда идут. Все же тогда только вот были. Значит, было 3 врача и 4 медсестры на 7-этажное здание, на 180 пациентов. И я сам пошел, начал мыть все полы, чтобы понять, сколько мне нужно людей, чтобы они успевали. Вот я все перемыл, посчитал, сколько у меня трудозатрат было, значит, сколько времени надо, чтобы обработку проводить там несколько раз и так далее. И я пришел к выводу, мне вот столько надо, мы также защитили штатное расписание и значит, начали набирать людей. Но это все было, это мы все проходили. И опять же, вот в республике 1 миллион, а со мной работало там 40 человек. И эти 40 знают, как мы работали. А то, что там другие говорят, которые там просто любят бла-бла-бла-бла-бла, ну, их право, конечно, пусть говорят, но мне важнее мнение вот этих 40 людей, с кем я прошел от А до Я. Все. Ковид — это... Ольга Валерьевна Балабкина, когда только пандемия начиналась, я помню, март 2020 года или конец февраля, было понятно, что у нас появится нулевой пациент, у нас будет массовый рост заболеваний. И она сказала фразу: мы, конечно, постараемся, но никто не загадывает, мы постараемся так, чтобы никто из якутян не унесла эту болезнь. В ковидарии на Губина сколько потерь было? 0. То есть там держались середнячки такие. Средняя, легкая степень тяжести. Потери были в горклиническом. Ну, понятно, да, там же реанимация, но мы отслеживали каждого пациента. Значит, один у нас точно ушел, но он ушел не из-за ковида. Значит, были же многие моменты, о которых часто я могу уже говорить. Значит, у нас там было развернуто психоневрологическое еще отделение на 2-м этаже. Почему на 2-м? Чтобы, если будут выпрыгивать, то чтобы не разбивались. Мы, значит, для того, чтобы его организовать, сняли все двери, сняли все ручки на окнах, значит, и выставили круглосуточные посты санитаров силами ЕРПНД. Значит, там, но оно входило в структуру нашего подразделения. Вот там были пациенты, вот там женщина одна, значит, когда она к нам поступила, и мы ее полностью обследовали, мы пришли к выводу, что у нее онкологическое заболевание еще есть. И плюс вот ковид. Значит, вот она ушла уже потом мы когда мониторили, да, она ушла в ЕРКБ в реанимации. Был еще один человек с эпилепсией, и он дал несколько эпиприступов. Ну, у нас, во-первых, да, давал, там мы помощь все оказали, вот, а потом, когда мы его переводили в ЕРКБ, вот там он несколько раз дал приступ и скончался. То есть на фоне в целом нормального, для той ситуации течения ковида. Значит, вот этот момент был. Были еще призывники, которые убегали, но это уже не про смерть, это так, про форс-мажоры. Значит, сбегали, больные призывники сбегали. Значит, причем так и сделали подленько. Они через окно 2-го этажа, значит, на крыльцо, с крыльца спрыгнули и побежали купаться. Лето было. Понятно, молодой растущий организм. Молодой растущий организм. Понятно, мы сразу с полицией отработали, благо их оперативно нашли, все доставили. Да, но ребята не понимали, что они разносили заразу. А потом, значит, когда мы усилили там меры, да, безопасности, один из них, самый проворный, прошмыгнул в один момент, значит, и опять же выпрыгнул в окно, но уже там в другое, и, значит, побежал домой.
Когда полиция-то его пришла забирать, кстати, они там на штраф хорошие попали за вот эти свои побеги. А он говорит, я просто захотел в компьютерные игры поиграть. Все. Вот наш уровень был. Иван Петрович, есть определенная категория людей, которые считают, что ковида нет, да? То есть Не, ну сейчас уже их мало. мало. Ну, столкнулись с тем, что, видимо, близкие тяжело болели или умерли. А есть И- те, кто, к сожалению, скончался, так и считают, что ковида нет. Этих больше жалко, да? Они могли бы защитить. Как случилось так, что вот первые, вот когда март, апрель, май 2020 года очень тяжелые были заболевания, там было... Все-таки потом тяжелее был... под конец нынешней осени, посмотри, омикрон, вернее, подвидно вот этого Вот тяжелее была вторая волна, на самом деле. дельта. Ага, вот он больше у Она нас. массовая, супермассовая же. Он был более тяжелым. Мгм. А вот сейчас, вот, который январь-февраль, да, просто было массовое заболевание, да, болело много, но смертей было мало. Это самое главное. А вот смертей больше всего было во вторую волну. Нет, ну, как ты думаешь, ковид, он все-таки изменил свои свойства и стал Изменил? более, Видно же. более, скажем так, просто человеческая популяция, он привык. Ну, он смутировал, да, вот сейчас. Но пути Господни неисповедимы, и неизвестно, что потом будет. Еще какая новая форма вылезет, да? Тут спокойно. Ну, час вот так, да. Это хорошо, действительно стало меньше. Да. Вот ведь это же видно. Люди же должны замечать, что да, действительно многие болели, знакомые болели, запахи там пропадали, кто-то умирал. Сейчас ситуация другая, вакцинация очень хорошо помогла. Кто бы там что мне про вакцинацию там не рассказывал, я видел результат работы вакцины. Она работает, да, не у всех. Значит, есть все равно люди, которые, невосприимчивые, значит, там, со сниженным иммунитетом, там, там, ставили фиктивную вакцину, такое тоже было, с липовым сертификатом ходили, по базам проходил вакцинирован, и коллеги наши с тобой со средств массовой информации ходили, больше всех кричали, вот, вакцинированный, или там в реанимации. И такие тоже моменты были. Ну и вот в целом в общей популяции 90% вакцина спасла, 10, к сожалению, нет. Но из этих 90-то кто-то же тоже мог оказаться в тех 10. Ладно, про ковид в руках ты сам сказал, что была некая другая трактовка. Я понимаю, что когда контролируемое течение заболевания, это всегда легче. Да? То есть ты знаешь, что предпринимать в каких-то определенных случаях. Согласен. Задам вопрос другого плана, уже постковидный, скажем так. О чем вы разговаривали с Мишустиным и главой республики этой осенью? А тебе? Нет, я серьезно. Я такие вопросы не обсуждаю в прямом эфире, ведь встреча-то была за закрытыми дверями, а не под камерами. Все-таки закрыто, как бы конфиденциально было. Да? Конечно. Хорошо, опускаем это. В приезд российского премьера в Якутию в этом году многие связывают с твоей деятельностью потом уже на территории народных республик Донецка и Луганска. Был такой момент, да? То есть подготовка к вашему выезду, который вот буквально на днях завершился, он начался еще тогда, в августе, в сентябре и так далее. Вот немножко про вот этот твой выезд, хотя мы уже третий раз сегодня говорим про это. Ничего не исключено. Значит, но, Дим, не забывай же, что у меня был конкурс «Лидер России». Сейчас активно лидеры России задействованы в помощи на Донбассе. Вот вы эти две параллели между собой проведите, и все станет понятно. Про поездку. Ну, Как врачи из Якутии помогали жителям Донбасса? Я понимаю, что там военное положение, да? Я понимаю, что там разруха полная, там очень, ну скажем, прямо скажем, депрессивный регион, да? То есть остатки экономики вот этой угольной, они, ну, кое-где есть, кое-где разрушено, кое-где там. И в такой регион вы поехали, и каковы настроения людей? Настроение очень хорошее с точки зрения того, что они верят в лучшее, потому что Россия, как раз мы же вот только после сразу референдума они верят, что сейчас уже ситуация намного лучше станет. Потому что все равно было же непонятно, вот они независимые, куда, чего, да, понятно, Россия помогала, но не имела на то правовых оснований.
А сейчас есть полные правовые основания на то, чтобы оказывать полноценную гуманитарную помощь, оказывать, закладывать в бюджет федеральной помощь для республик Донбасса. И то, что делалось, и все там очень высоко ценят президента нашей страны Владимира Владимировича Путина за то решение, которое он принял. Это же ведь нелегкое решение. Ведь все равно надо же понимать, какую ответственность на себя взял наш президент и каков результат, да, то, что И у нас последствия в международном поле. последствия и на международном. Но ведь все равно основа — это защита людей, защита их интересов, прав, свобод. Кто бы там что ни говорил, я говорю, критики всегда были, есть и будут, да. У нас даже вот положи там вот тот же самый, да, вот там, пол, да, вот в студии, да, кому-то он будет не нравиться, и кто-то будет критиковать. А тут в масштабе всего нашего земного шара. Ну вот это вот бурление будет, но ответственность взята, решение принято, надо решение президента, во-первых, поддержать, и помогать в его реализации. Значит, и поэтому у нас гражданскому населению было принято решение вот такую помощь медицинскую оказать. Якутия является куратором города Кировска. Айсен Сергеевич не раз там бывал. И вот как раз в наш туда визит он приезжал и видел, что мы привезли, каким образом мы будем организовывать работу. Мы с ним несколько раз проговаривали о том, какие задачи перед нами там стоят. И важно отметить, что вот этот визит, он был первым, вот подшефных же много городов, все помогали там пока там ЖКХ, дороги заделать, а Якутия первая, кто отправила в свой город именно медицинскую бригаду. Там федеральные клиники-то выезжают, но у них своя задача, там и диспансеризацию проводить, еще там некоторые вещи. А вот у нас именно помощь населению гражданскому приехали на подшефной территории, начали оказывать. Необычно, ново и громко, потому что те операции, которые мы проводили в части офтальмологии, значит, их не проводили никогда в этой больнице вообще с истории ее открытия. Это раз, а во-вторых, бесплатно в целом ДНР. И поэтому к нам потянулись люди из других городов Донецкой Народной Республики, и мы старались... Самого Донецка тоже были? Из Донецка были люди, с Янакиева, с Ждановки, с Новоазовска даже приехали. А кто вот там географию чуть посмотрит, Новоазовск, он вообще на берегу Азовского моря. И то есть весь путь вот этот не совсем безопасный, но проделал и прибыл к нам с Снежного. Кстати, у них очень все ударения интересные. Ты хочешь назвать снежное, а оказывается оно снежное. Не пески, не пески, а пески. Значит, вот таких очень много. Не Купянск, а Купинск, да? Возможно, да. Да, не Славянск, а Славянск. Славянская. Ну, что-то да, такое. Да, вот. Какие-то такие. Смотри, значит, отзывы были хорошие, раз сарафанное радио сработало, и люди во-первых, и отзывы были хорошие. Вот, понимаешь, мне очень легко об этом рассказывать. Почему? Потому что за этой всей историей стоят обычные люди. Вот я там говорю, 2500 консультаций, там столько-то осмотров и так далее. А за этой цифрой это люди, которые эту помощь получили, которые ее могут ощутить, потрогать, да, и через себя почувствовать. И понятно, что они очень эмоционально, очень открыто об этом спокойно говорят. Вот сегодня буквально у нас на планерке министр сказал, что поступило коллективное письмо в адрес Михаила Альбертовича Мурашко, министра здравоохранения. Я тебе тоже такой инсайт говорю первому, где там подписи жителей Кировского со словами благодарности в адрес врачей. Ну, как бы вообще неожиданно, приятно. Вот это вот то, наверное, для чего работает любой врач, что люди получили эту помощь, получили слова благодарности мы. И, конечно, нам это очень приятно, что все удалось, и мы Якутию очень хорошо показали. Там к нашему региону очень хорошие отношения. Все прямо ждут, и когда говоришь, что с Якутией, уже прям очень трепетно, потому что та помощь, которую республика оказывает, ее невозможно оценить там деньгами. Кто-то там пытается деньги считать, там небольшие деньги, там главное то, что делает республика сама. То, что там глава постоянно уделяет внимание, то, что там наши коллеги работают и так далее. Надо просто с людьми поговорить. И поэтому, когда там бухтят у нас там то в телеграм-каналах, то еще где-то, вот
Ну сколько можно бухтеть, да? Ну вы посмотрите людей. А как ты к хейтерам-то относишься? Хейтерам, кратко. если... Не секрет, что нас, особенно медийных персон, не все любят. Понятно. Ну, кто-то меня там считает выскочкой, карьеристом, да. Ну, вот к этому я отношусь так, да. Ну, карьерист — это человек, который по головам идет, да, вперед. Если негативное отношение к этому термину применять, кое применяют там, значит, ну, у меня никогда такого не было. Ну, ушел там с министра, да, пошел спокойно зав. Отделение. Знаешь, я работал и водителем такси. Хочешь еще один инсайт? Я даже этим летом поработал в индрайвере. Вот просто для души. Мне захотелось поговорить с людьми, да, что-то там, проверить реакцию. Ответный инсайт. Я тестил приложение, когда оно становилось платным, скажем так. Не, ну ты представь, главный врач больницы занимается таксомоторными перевозками. Мне тоже как бы интересно же, да? Не дядя Вася с гаража. То есть я не гонюсь за этими должностями, да упаси Господь. Да, мне главное, чтобы мне работа нравилась, и она приносила пользу. Да? Знаешь, надо и дворником пойду. Да? Ну, на кусок хлеба я заработаю. Голова есть. То, что ты полы в больнице мыл, это тоже многое иллюстрирует. Ну, это люди видели. Это вот те санитары, с кем я работал. Понятно. Это чтобы самому понять, что ощущает санитар, что сколько объема, какое количество народу нужно и так далее. Так вот, а меня же критиковали, что он все врет, что это все неправда. Он все врет. Вот такое. Вы все врете. Где-то я эти фразы это самое слышу. Вот, Дим, понимаешь, вот это немного задевает, да? Ну, я всегда, меня и мама говорила, и папа говорил, надо говорить правду, честно, открыто, да? Значит, и смысл мне врать? Я говорю, как есть. Да, я могу что-то, допустим, не досказать, если это представляет там, государственную тайну или чей-то секрет, но если я этим занимался, то я открыто это заявляю. Да, вот это было. Значит, следующий момент хейта, да, который есть. Если эта критика адекватная, обоснованная, я к ней отношусь с очень большим уважением. И почему я мониторю соцсети? Когда там люди говорят, вот у вас там где-то очередь, да, у вас там где-то, там, не знаю, там врач где-то что-то не так говорит и так далее. Вот на такие вещи я реагирую, проверяю эти факты. Если они подтверждаются, проводится работа над ошибками. Если это поклеп, ну, значит, поклеп, и я также говорю, не чеши языком лишний раз. Да? Очень жаль, что у нас не установлена прямо конкретная ответственность за, значит, вот, то, что там происходит. Можно человека с ног до головы обосрать, да, и выйти сухим из воды. Считаю это неправильным. Культура должна быть. Не опускаться до там, унижения человека и так далее. Потому что... Культура дискуссии, имеешь в виду, да? Да, потому что ведь ты прекрасно это понимаешь, что вот наша публичная активность и наша с тобой физиономия, да, она же отражается. Ладно, меня бьют. Ну, пожалуйста, давайте не будем бить там. Врачи. Это же отражается, ну, понятно, на коллективе, но я сейчас о семье хотел сказать. На моих детях, на моей супруге и так далее. У нас фамилия-то одна. Она одна такая в Якутии. Она, кстати, молдавская, да? Ну да, у меня отец молдаванин. Согласен, абсолютно согласен. И тем более согласен, в другой передаче мы затронули, то, что нельзя применять термин медицинские услуги. Вот сравнив две системы здравоохранения, да, российскую, которую ты критикуешь, находясь в системе, часто критикуешь, я вижу, сам признаешься в этом, да? То, что не надо оказывать услуги, а надо превращаться в службу здравоохранения. Я согласен абсолютно с этим. И вот сравнив то, что ты в Кировском увидел, ты все-таки, вот, наверное же, есть какие-то мысли, как систему здравоохранения-то поменять к лучшему? Это завершающий вопрос. Не, слушай, если я сейчас тебе начну целую лекцию читать вот это о том, не как надо. поменять к Просто лучшему. скажи да или нет, и в каком направлении. Мысли всегда они есть, да. Плохо, если нет мыслей. Да, кто-то там мне говорит, что я там всегда это... Знаете, просто есть люди, которые критикуют, лишь бы критиковать, и чтобы на них обратили внимание. Вот я этим не занимаюсь никогда в публичном пространстве. Потому что я считаю, что для каждого дела есть свое место и время. То есть если, допустим, вот у меня были мысли свои по системе организации, я их прямо озвучивал министру здравоохранения Михаилу Альбертовичу Мурашко на этих встречах. Я не афиширую конкретно, какие я вопросы задавал, какие проблемные моменты я поднимал и так далее. Потому что, еще раз, это не публичное поле,
Это надо обсудить, потому что я могу быть тоже неправ. Потому что это мое пока только личное мнение, как я вижу. Потому что все-таки министр, он видит шире, он знает больше. И мы у них вот такой в полемике какие-то вопросы, где-то он меня там поправил, где-то он прислушался к тем вещам, которых я озвучиваю. И это нормальный процесс. То есть не надо вот это вот на публику показывать, ой, как все там хорошо и как все плохо. Надо нормально, в рабочем порядке вещи какие-то менять, где-то что-то это. Лена Николаевна у нас тоже прекрасно, она видит, и мы к ней с предложениями приходим, вот давайте мы вот так вот сделаем, да, вот давайте вот так сделаем. И где-то соглашается, где-то нет. Это процесс постоянный. Он был, есть и будет, и все равно здравоохранение стремится к тому, чтобы, ну, идеала никогда не будет, но стремиться к лучшему надо. Вот мы этим и занимаемся. Про Лену Николаевну ты сказал, ну, человек спас сотни жизней, находясь на посту в онкологическом диспансере, да? Стоило ей стать министром, ну, все как будто позабыли эти заслуги. Я в одном интервью говорил, стоит только стать чиновником, то ты почему-то становишься исчадием ада. Не надо судить о чиновниках так. Я работал с этими людьми. Это люди очень порядочные, да. Есть, понятно, в любой семье там небесы и в любом стадии там, да, и так далее. Но в общей массе это порядочные люди, которые искренне хотят изменить нашу с вами жизнь к лучшему. Есть форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно сделать, да. Есть там, у нас, к сожалению, сейчас относятся, что там не ноги вытирать, да, людей. Но это люди, которые, еще раз, ночами, днями работают, они не видят свои семьи, да. У них не такой высокий заработок, как многим бы казалось, да. И надо все-таки уважительно относиться друг к другу. И тогда у нас будет результат хорошей работы совместной. А так, если постоянно только критиковать и говорить, что ни хрена ничего не делается, ну, руки-то тоже будут опускаться. Поэтому мой в конце просто призыв: уважайте друг друга, относитесь друг к другу с уважением, и тогда все у нас получится с вами. Я перефразирую вот эту фразу Ивана Петровича Луцкана, доктора, чиновника, молодежного лидера, телеведущего. Давайте жить дружно. И сколько бы я ни читал, я всегда делаю поправки, ну, негативы имеются в твой адрес. Я же тоже читаю вот эти телеграм-сетки и так далее. И иногда говорю, вот Ваня лучше не отвечал, сидел бы там и так далее. Ну, тактику, скажем так, поведения. Но это единственный человек, который, когда я лежал с температурой под 39, постоянно был со мной на связи. И то, что всегда же говорят вот, во время ковида особенно, не дай своим мыслям овладеть тобой, да? И благодаря вот его такому легкому юмору, троллингу даже в каком-то степени дружескому. Учусь у старших товарищей. Соцсетей, я у тебя тоже. Да, тоже, наверное. Именно благодаря его вот троллингу легкому я, в принципе, и справился, наверное, и с самого начала ходил, ну да, ну есть такое, там и так далее. Но всякий, кто переболел ковидом, особенно во вторую волну, те знают, что это очень неприятное явление, это очень такое. И я очень благодарен, что ты принял вообще, зная, еще раз говорю, что ты попадаешь в темную студию, Каргунова, которого очень многие не любят, потому что он не любит светить вопросы, которые... Да? То есть ты согласишься, что 90% вопросов, которые я сегодня тебе задал, ты не планировал как бы встретить? Или планировал? Нет, ну можно было догадаться только, что мы будем обсуждать, но вопрос ты мне не показывал, это правда. Абсолютно не показывал. Но еще раз, один из нас — это доктор Луцкан Иван Петрович, телеведущий, общественник. Так, кстати, называется мой телеграм-канал, доктор Луцкан. Доктор Луцкан, да. Ну, веду сам. Да, есть же многие такие докторы. Когда докторскую будешь писать? Уже пишется. Спасибо. Это программа «Один из нас». Увидимся ровно через неделю.